10-метровый столб огня, громкие хлопки и жар, стоящий в промзоне северо-запада Казани. Очевидцы слышали даже шум выделяемого газа. На распределительную станцию экстренно прибывают спасатели и пожарные. Сообщение о пожаре поступило в 21 час 56 минут. Факельное горение второго резервуара в группе ближайшей к входу на пусковую базу. Это максимально близкая точка от пожара, куда можно добраться даже журналистам. Остальная территория оцеплена. На месте работает полиция, спасатели, дежурит скорая помощь. Как сообщили в пресс-службе МЧС, сейчас идет локализация пожара. И как минимум такая ситуация будет до самого утра. Как выяснится позже, горел один из резервуаров компании «Газпром» сжиженный газ. Перекинься пламя на соседние цистерны, и последствия могли быть еще трагичнее, ведь на месте выяснится, что уже есть жертвы. 12 июня в результате хлопка, произошедшего на газовой станции в Московском районе города Казани, погиб рабочий. Еще двое с различными травмами госпитализированы. По данному факту следственным органам Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах». Двоих пострадавших госпитализировали в ожоговое отделение РКБ. В настоящее время двое пациентов находятся на стационарном лечении в буферной зоне РКБ. Получают инфузионную противошоковую терапию, местное лечение лечебными покрытиями. Состояние стабильное, без ухудшения. А чей сотрудник? Чей сотрудник? Выяснилось, что пострадавших и погибшего извлекли из-под завала в здании операторной. По данным спасателей, взрыв прогремел именно там. Затем загорелся резервуар. Именно его пламя и было видно по всему городу. Всю ночь кадры с пожаром публиковали в соцсетях. На 7 утра, сообщили в МЧС, еще была угроза перекидывания пламени на соседние резервуары. Пожарные развернули 4 лафетных ствола, чтобы постоянно охлаждать как горящую, так и соседние цистерны. Для тушения пришлось привлечь даже пожарный поезд. В целом работали 200 человек и 58 машин. На данный момент происходит остаточное выгорание газа из горящего резервуара, второго в этой группе. В ходе тушения пожара было установлено, что нарушилась герметичность запорной арматуры первого резервуара в этой группе и имеется горение двух манометрических сборок еще на двух резервуарах. Знали ли на базе об имеющихся неисправностях? С этим вопросом мы обратились к руководству компании. Ближайшее освидетельствование емкости должно было состояться в июле текущего года. Обследование проводится один раз в 5 лет. По их словам, первое возгорание произошло при сливе жидкой фазы сжиженного газа из железнодорожных цистерн в стационарные. Прокуратура Московского района города Казани по поручению прокурора Республики Татарстан проводит проверку по факту взрыва на Казанском газохранилище. Надзорное ведомство выяснит все обстоятельства случившегося, способствовавшие этому причины и условия, а также проверить соблюдение требований безопасности при производстве работ на взрывоопасном объекте. Как сообщают спасатели, пожар локализовали в первой половине дня. К этому времени на участке локально уже был введен режим ЧС. На место выехала передвижная лаборатория экологов. Отобранные пробы не показали превышения вредных веществ. Рамиль Шайдуллин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Наша рука помощи вашему бизнесу. Антикризисные предложения. Телефон 843 5 705 100. Көтелмәгән кунак көттөреп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.